5 декабря средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,76 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,21 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,7613 до 10,60 сомони, 1 российский рубль от 0,1615 до 0,1640 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, свидетельствуют об этом данные торгов. На динамику котировок влияет ослабление коронавирусной политики в Китае. Цена на нефть марки Brent составила $86.27 за баррель, марки WTI $80.66 за баррель. Стоимость золота в понедельник утром поднимается, закрепившись выше $1820 за тройскую унцию. Ослабление доллара на фоне ожиданий по экономике Китая поддерживает стоимость драгоценного металла. Денежные переводы из России в Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан в 2022 году, вероятно, достигли рекордно высокого уровня. Говорится об этом в новом докладе Всемирного банка миграции и развития. Авторы доклада признаются, что после начала российско-украинского вооруженного конфликта ожидали резкое сокращение денежных переводов в эти страны. Однако их прогнозы не сбылись, все произошло ровно наоборот. Теперь аналитики Всемирного банка утверждают, что количество трудовых мигрантов из Центральной Азии в России оставалось на высоком уровне. Курс рубля укрепился, из-за чего они допускают рекордный рост объема денежных переводов в вышеуказанные страны. Согласно приведенным в публикации данным, приток денежных переводов в Таджикистан в 2022 году составит $3,2 миллиарда, Узбекистан – $13,5 миллиарда, Кыргызстан – $3,1 миллиарда. В докладе говорится, что для многих стран СНГ Россия является основным источником денежных переводов. Отмечается, что доля перечисления из России в Таджикистан, Армению, Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан составляет более половины в общем объеме притока денежных переводов в эти страны. В публикации подчеркивается, что в процентном соотношении денежных переводов к ВВП лидируют Таджикистан и Кыргызстан 32 и 31% соответственно. Порядка $150 миллионов направит Евразийский банк развития на развитие экономики Таджикистана до 2026 года. Об этом говорится в страновой стратегии банка по Республике Таджикистан на 2022-2026 годы. В документе подчеркивается, что наибольший объем инвестиций ЕАБР в республике планируется направить на обеспечение продовольственной безопасности и диверсификацию промышленности. По части диверсификации промышленности предусматривается развитие частного сектора и предпринимательства путем содействия созданию и развитию производственных предприятий в стране. Другим наиболее важным направлением сотрудничества является содействие в обеспечении энергетической безопасности в стране. Здесь предусматривается финансирование проектов малой гидро- и солнечной энергетики, строительство новых и реконструкция существующих энергетических объектов. На центральном железнодорожном вокзале Ташкента прошло мероприятие, посвященное открытию нового железнодорожного маршрута Турция, Иран, Туркменистан, Узбекистан. На мероприятии состоялась церемония встречи первого грузового поезда, отправившегося из Турции в Узбекистан. Акционерное общество «Узбекистан Темир Юллары» совместно с турецкой стороной разработало маршрут перевозки грузов от станции Гумрух до города Ташкента. В частности, поезд из 40 вагонов с бытовой техникой проследовал через территорию Турции, Ирана и Туркменистана и сегодня прибыл в Узбекистан. Этот маршрут общей протяженностью более 4500 километров является дополнительной возможностью транспортировки товаров из Узбекистана на международные рынки. Установленный странами Большой Семерки ценовой поток для российской нефти, поставляемой морским путем, вступил в силу в понедельник. Москва заявляет о том, что не будет подчиняться данной мере, даже если это приведет к вынужденному сокращению добычи. Данных ограничений намерены придерживаться страны Большой Семерки, ЕС и Австралия. В понедельник также вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем. Ограничительные меры допускают транспортировку российской нефти с использованием принадлежащих Большой Семерке и ЕС танкеров, только если цена барреля не превышает установленного ценового потока.